Дом юнармии планируется открыть в этом году в Сунжинском районе Ингушетии. Новое учреждение станет единым центром военно-патриотического воспитания детей и подростков, где они смогут осваивать военные навыки и развивать свои физические данные. Об этом на встрече главы Ингушетии с общественными и молодежными организациями сообщила начальник штаба регионального отделения юнармии Мадина Богатырева. По ее словам, на данный момент в рядах юнармии в республике состоят 1420 юношей и девушек. Функционирует 7 местных отделений. 50 юнармейских отрядов, открыты 9 юнармейских комнат. Также Мадина Богатырева подвела итоги работы регионального отделения юнармии в 2018 году. По ее словам, ребята приняли участие во всероссийской игре «Победа», форуме «Я юнармия», в праздновании Дня защитника Отечества в Кремле. 600 участников организации в 2018 году смогли пройти подготовку по программе «Юнармеец-1». Также в планах команды регионального отделения юнармии на 2019 год создание палаточного лагеря на базе воинской части в сельском поселении Троицкое, где уже функционирует юнармейский сектор. Юнусбек Евкуров поддержал инициативу, отметив необходимость дальнейшего привлечения молодежи к проектам, направленным на сохранение исторического наследия, в том числе приуроченным к 75-летию Победы. Юнармейское движение сегодня развивается с каждым годом. На сегодняшний день у нас 1420 человек. Это 7 местных отделений, 50 отрядов и 9 юнармейских комнат. Самые такие яркие мероприятия в этом году это у нас было 16 декабря. Мы посвящали 20 воспитанников СОС номер 14 в сельском поселении Троицкое. То есть это дети военнослужащих. Вот. Также буквально 24 декабря мы закончили масштабную благотворительную акцию «Орел добра». То есть все юнармейцы собирали игрушки, канцтовары, то есть даже денежная сумма была в размере 31 500 рублей. Мы все это передали в фонд КДЛ. Самыми такими яркими всероссийскими мероприятиями для нас стали игра «Победа», а также форум «Я юнармия». Юнармейское лето оказалось для нас запоминающимся. На базе детского оздоровительного лагеря «Нефтяник» отдохнуло 600 юнармейцев. Чтобы больше наших ребят привлекали на федеральном уровне на мероприятия. А вы должны их отбирать, вы должны с ними занятия проводить по всем отношениям, по форме и по поведению, по всем, чтобы они выглядели в лучшую сторону. По парку «Патриот» до 20 числа подготовить совещание основное, где у нас на территории определения, кто, чего, как и как это будет делать. Ну и по комитетам по делам молодежи там напомнила, тоже мне там до 20-го доложить, кто у нас там руководитель сейчас и какие мероприятия, план работы на этот год. Как я уже говорил, волонтеры везде участвуют, практически во всех мероприятиях. Что еще можно было бы сделать? Я там установку дал к 75-летию Победы, хотя я говорил до Дня Победы 2019 года это сделать, до 9 мая. Там, кажется, конец апреля, да, у нас там срок. Во всех селах памятники. Поэтому здесь тоже вникнуть, посмотреть, это раз. Сопроводить это все. Потом мы уже там готовиться к 75-летию Победы. Смысл в чем этих памятников? На мысль это толкнула меня там поездка в Татарстан, открытие памятника в одной из там сельских территорий Республики Татарстан. На памятнике написаны фамилии, 300, не помню, там 75 человек, ушедших на фронт, пофамильно. Потом второй список, там 160 человек, которые не вернулись с фронта. Оставшиеся, которые вернулись с фронта. Вот 3 списка. И 4-й список, там участники войн, вооруженных конфликтов уже после Великой Отечественной войны. Афганистан, другие конфликты, в том числе и события уже последних лет. Когда молодой человек смотрит список, там 6 тысяч у нас, там 470 погибших, когда он этот список смотрит своего села, а все с его села,